Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Женская сборная России по гандболу одержала победу над командой Турции в ответном матче финала отборочного турнира на чемпионат мира. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 45-24. Самым результативным игроком матча стала левая крайняя россиянок Дарья Самохина, забросившая 7 мячей. По сумме двух встреч россиянки завоевали путевку в финальную часть соревнований. Напомним, в первой игре российские гандболистки победили со счетом 35-23. Чемпионат мира пройдет в Испании со 2 по 19 декабря текущего года. Отметим, что женская сборная России является четырехкратной победительницей и обладательницей бронзовых наград данного турнира. Английские футбольные клубы вышли из состава участников Суперлиги, нового закрытого турнира ведущих команд Европы. Накануне на фоне негативной реакции на создание этих состязаний о своем уходе объявили Манчестер Сити, Ливерпуль, Арсенал, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм и Челси. Таким образом, в данный момент в числе участников из 12 заявленных осталось только 6 клубов. Вместе с этим СМИ сообщают, что в ближайшее время состав турнира покинут итальянские Милан и Интер. Известно, что в данный момент руководство Суперлиги раздумывает об изменении формата соревнований в связи с уходом английских клубов. Глава Российского футбольного союза Александр Дюков избран в состав исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций. Такое решение было принято на заседании Конгресса организации. За россиянина проголосовали 50 делегатов из 55. Отметим, что Дюков был избран с правом голоса. До этого в исполкоме от России значился генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Петербурге Алексей Сорокин, который не обладал правом голоса, поскольку попал в орган как член Совета ФИФА. Александр Дюков, напомним, возглавляет РФС с февраля 2019 года. До этого он занимал должность президента футбольного клуба «Зенит». Московский ЦСКА на своем льду со счетом 3-0 выиграл у омского «Авангарда» во втором матче финальной серии плей-офф континентальной хоккейной лиги. Заброшенными шайбами отметились Максим Шалунов, Антон Слепышов и Александр Попов. Счет серии до 4 побед стал равным 1-1. В первой игре омский клуб обыграл армейцев со счетом 4-1. Напомним, на пути к финалу турнира «Авангард» победил Автомобилист, Металлург и Акбарс, а ЦСКА оказался сильнее Спартака, Локомотива и СКА. Третий матч финальной серии пройдет 22 апреля на арене омских хоккеистов. Заброшенная шайба Кирилла Капризова помогла Миннесоте со счетом 5-2 обыграть Аризону в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В составе победителей помимо россиянина отличились Джордан Гринвей, Маркус Йоханссон, Кевин Фиала и Йонас Бролин. У хозяев льда взятие ворот провели Кристиан Фишер и Алекс Галикоски. Теперь на счету Капризова 18 голов и 19 ассистов в текущем сезоне, который, кстати, для него является дебютным. Его Миннесота занимает третье место в таблице западного дивизиона, набрав 59 очков. Ну а Аризона идет следом, имея в активе 45 пунктов. Перейдем к событиям якутского спорта. Эдуард Григорьев, представляющий сборную Польши, оспорит бронзовую медаль чемпионата Европы по вольной борьбе. Вчера якутский легионер, выступающий в весовой категории до 61 килограмма, провел 4 схватки. Григорьев, выиграв у представителей Румынии, Франции и Израиля, вышел в полуфинал турнира, где уступил соотечественнику Абазгаджи Магомедову со счетом 4-2. Таким образом, якутянин будет бороться за бронзовую награду чемпионата. Малый финал с участием Григорьева пройдет сегодня. В Якутии приостановили массовые спортивные мероприятия за исключением соревнований, которые входят в календарный план Министерства спорта республики. Соответствующий приказ на днях подписал руководитель организации Иннокентий Григорьев. Таким образом, в ближайшее время будут проведены только 3 спортивных мероприятия. Это второй этап летней спартакиады молодежи России, турнир по вольной борьбе памяти Романа Дмитриева и отборочный этап к играм Дыгына. Отмечается, что все эти соревнования пройдут без зрителей. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!